Вы разделяете такую мысль, что школа мешает? Где-то класса до 9-10 вообще не хотелось ходить в школу. Ну, как бы это грустно не звучало, наверное, скорее да, чем нет. Получение знаний — это явно не то, ради чего я ходила в школу. Для меня школа — это как такая обязательная рутина. Учителя не хотят идти работать по профессии. А сейчас диплом не равно статус и не равно заработок. Салям алейкум. Это проект «Меркез». Нас долго не было в эфире, но мы снова с вами. Мы снова будем говорить про актуальное, важное для нас, для Крыма, для крымских татар. Сегодняшний разговор я хочу начать с поздравлений важных для нас людей, наших учителей. Оджалар куну хайрлы олсун. Сегодня учителя — это главные люди в жизни наших детей, главные люди в жизни нашего народа. Почему? Потому что на них всегда лежала и лежит дополнительная ответственность. Если ошибки врачей видны сразу, то ошибки учителей проявляются со временем, и, к сожалению, они не менее печальные, не менее катастрофические по своим последствиям. И поэтому учителям я всегда желаю две вещи: здоровья, терпения и возможности быть всегда на гребне интеллектуальной и образовательной волны. Но, переходя к вопросу образования, я, знаете, о чем хочу сказать? Спросить, точнее, вас, коллеги, потому что у меня в моем недавнем прошлом тоже была своя преподавательская история. Вообще роль образования для крымских татар в крымско-татарском обществе. Мне кажется, что она несколько изменилась. Если раньше для поколения наших родителей, как минимум, было важно получить знания, было важно продвинуться в приобретении знаний, то сегодня у меня есть такое мнение, что сегодня важен диплом. Сегодня образование, высшее образование, в частности, это нечто про статус, это нечто про какие-то, скорее, материальные, а не духовные, интеллектуальные вещи. Когда мы поступали, точнее, заканчивали школу, нужно было поступать, родители все время говорили, что диплом нужен, диплом важен, и тогда диплом равнялся знанию. То есть диплом... Тождество знания. Да, давали... В университетах, высших школах достаточно неплохие знания. И знания — это «Бельге зинатнан вия шайшн темеледа». Сейчас же немножечко по-другому. Я тоже здесь с вами не соглашусь. То есть диплом можно купить. Очень много курсов, которые можно пройти онлайн, отучиться онлайн и получить диплом, сдав просто какие-то тесты. Поэтому и сейчас нынешняя молодежь, она больше получает знания, опять-таки черпает с ресурсов других, онлайн. Окей, Google, и ты все получаешь. И диплом, он не на том месте, как был 30 лет назад, 50 лет назад. Это мое. Ну, я соглашусь с вами, что диплом тождества знания сейчас эта формула не работает, мне кажется. И вот я, знаете, больше про что? Про то, что высшее образование и диплом в нашей крымско-татарской среде это, знаете, как must-have просто, и все. Вот как машина, как двухэтажный дом условно, и так далее. Потому что, мне кажется, это веяние, статусная стереотипы, вещь, которые идут из советской эпохи. Потому что раньше диплом — это равно статус. Если у тебя диплом о среднем техническом образовании, соответственно, а если равно статус, то это равно определенный заработок. А сейчас диплом не равно статус и не равно заработок. Если ты получаешь диплом, это не значит, что ты сможешь себя продать на рынке труда дороже. Дорого, да. Вот. И новое поколение это понимает. Да, и мне кажется, что диплом равно статус — это среди твоих коллег. Сейчас поэтому не равно. Да. Сейчас, конечно, больше делается акцент на твои проекты, на твое участие в каких-либо конкурсах, то есть на твой опыт, на то, что ты уже сделал. Совершенно верно. Да. Сегодня это век кейсов. Когда ты приходишь и спрашиваешь, даже раньше мы писали в резюме опыт работы, сейчас этого недостаточно. Ну вот вы написали, да, покажите, продемонстрируйте, где фотографии, где ссылки, ваши реализованные проекты. Информационный век, вы везде должны быть зафиксированы. Давайте немножко приземлимся с вот этих высоких философских тем на землю.
чему должна учить школа? Вы прежде всего учителя. Эдемби, вы работаете в школе. Лейла Ханум, вы больше в частных, дополнительное образование. Да. Давайте поразмышляем на эту тему, с чем должен выйти ученик из школы, что он должен получить, что должно быть в его багаже. Учитель должен учить, то есть давать определенные знания. Ученые сделали исследования и доказали, что развитие клеток мозга до 3 лет. Если до этого времени дали фундамент родители, ребенку дальше, мы видим, пришел в 1 класс, и он быстрее ухватывает, ему легче обработать тот материал, проанализировать и потом уже выдать. Значит, дома с ним занимались? Значит, дома с ним занимались. Я это вижу даже по своим ученикам, детям, которые приходят в клуб 3+. То есть им с 3-летнего возраста это видно сразу. Вот ваша фраза про воспитание, духовно-нравственное воспитание дома, мне кажется, немножечко с вами не соглашусь. Почему? Потому что модели поведения все-таки, не знаете, как копируются, да, и ученик, приходя в школу, смотрит на то окружение, которое есть, и где-то позволяет себе копировать. И поэтому вот эта вот коррекция духовно-нравственная, мне все-таки кажется, она и в школе должна соблюдаться или присутствовать, да, это в этой цепочке. Поэтому я бы не скидывала все на родителей в этом смысле, да, очевидно. Опять же, это мое субъективное мнение. Очевидно, что база, она родительская, а вот какая-то коррекция или внимание все равно должно удивляться. У нас до прихода вашего в студию у нас были ученицы и уже студентки, которые поделились своим мнением о школе. Мы его послушаем и вернемся опять к нашему разговору. Я попрошу вас просто поделиться вашим опытом обучения в школе, а для некоторых уже и в вузе. И поэтому первый вопрос, который я вам хочу задать, вопрос про «А зачем вам вообще образование?» На самом деле очень такой философский вопрос. И я думала об этом на протяжении учебы в школе всей. И все 11 лет. Все 11 лет, да. И что сейчас я здесь делаю, да? Зачем это все нужно? И если говорить об образовании классическом, то есть очной форме обучения именно в школе, то для меня почему-то в первую очередь это было таким фактором социализации, как бы это возможность влиться в общество, почувствовать себя более самостоятельно, овладеть именно такими навыками общения со сверстниками, дисциплина. Вы ходили за компанию, да? Ну, есть такое, да. То есть это на самом деле вот больше для меня это значило, потому что образование в истинном своем понимании у меня было дома, потому что самообразование для меня всегда было на первом месте. Мне так удобнее, комфортнее учиться, и поэтому получение знаний — это явно не то, ради чего я ходила в школу. То есть школа не отвечала на эти ваши запросы? Нет, к сожалению. То есть эту потребность я удовлетворяла самостоятельно. На самом деле в моей школе такая была, на самом деле, очень теплая обстановка. Учителя все были хорошие в большинстве в своем, но... Помогало это вообще? Зачем вы приходили в школу? Вот у Азизе, у нее был опыт коммуникации с друзьями. У вас как это происходило? До сих пор задаюсь этим вопросом. Что вы делаете 11 лет? Но, скорее всего, да, тоже для коммуникации с друзьями, наверное, для получения каких-то базовых знаний, ну и так далее. Для меня школа — это как такая обязательная рутина, которую должен пройти каждый человек. Честно говоря, не знаю, получаем ли мы там хорошие знания или плохие. Я занимаюсь с репетиторами. Но чтобы достигнуть каких-то определенных целей в будущем, я должна туда ходить, получить хороший аттестат, медаль, закончить образование, чтобы продолжить дальнейшее обучение, устроиться на работу, и зарабатывать. Зарабатывать. То есть образование для вас — это в конечном итоге хороший заработок? Да. Окей. Я, с одной стороны, согласна с Азизе, что такой глобальный вопрос, зачем нам нужно образование, с одной стороны, немного имеет такой философский оттенок, но для меня это скорее еще неотъемлемая часть, это практическая значимость образования, потому что для меня школа — это в первую очередь место для получения определенных навыков. Это, как сказала, опять же, Азизе, это навыки социализации, это приобретение определенного круга общения, умение общаться и так далее. Но
вот эти навыки фильтровать информацию, как-то ее правильно собирать, подавать, умение запоминать и огромное количество других навыков формируется именно в школе. И, может быть, я не знаю, можно спорить, идеальный ли это формат школа, но я считаю, что он нужен. И помимо того, что это рутина и обязаловка, это, такое особенное место в жизни каждого человека. Из того, что вы сказали, я понимаю, что для вас важен коллектив школьный, да? Это там, где вы взрослеете, растете, атмосфера, друзья и так далее. Базовые навыки, научиться писать и считать, да? Конечно, да. И все получается. В остальном это рутина, обязаловка, и вообще вам там некомфортно, или я ошибаюсь? Давайте честно, вам вообще ничего не угрожает, вы уже закончили школу. В какой-то степени, наверное, да. Где-то класса до 9-10 вообще не хотелось ходить в школу, а вот уже 10-11 ты, наверное, взрослеешь, понимаешь, для чего тебе это, что ты будешь делать дальше, и, наверное, становится более интереснее. И тогда возникает потребность в хорошей школе, с хорошими учителями. В вашем случае, Кимия, вам школа дала все то, что необходимо вам было для поступления? Или это исключительно ваши усилия? Школа давала возможности... Она не мешала, да? Она не мешала, но, с другой стороны, давили учителя тем, что мы не сможем ничего сдать. Они постоянно запугивали нас, запрещали сдавать свои предметы, так как их могут как-то... у них рейтинги, да, а у вас будущее. Да, это на самом деле очень мешало и пугало. Но насчет подготовки я, наверное, больше сама готовилась и вот хотела сдать, поставила себе цель и, наверное, больше... И получилось. Свою, да. Вы разделяете такую мысль, что школа мешает? Забирает, то есть то время, которое вы тратите на школу, оно не оправдывается теми знаниями, которые вам там дают? Как бы это грустно ни звучало, наверное, скорее да, чем нет. По крайней мере, после 9 класса я уверена, что да. Потому что, действительно, Кимия такое сказала, что учителя иногда даже запрещают, условно говоря, то есть делают все возможное, чтобы ты не сдавал их предмет или какой-либо другой предмет, чтобы не мешало их конкретному рейтингу. Это вообще, неприемлемо для такого места, как школа, где, по идее, всем должны давать возможность. С нашим молодым поколением мы обсуждали тему, успевает ли школа вот за всеми этими современными тенденциями, и вообще каково отношение школы и ученика, школы и обучающихся. Давайте вот и на эту тему поговорим. Что поменялось с прежних лет, с периода нашей школы, и что происходит сейчас в школах? Я вернусь, наверное, к вопросу, какова роль сегодняшнего учителя. Для меня, мне кажется, даже мне не кажется, это прописано в стандартах. Уже 3-е поколение образовательных стандартов, в которых четко прописано, какими компетенциями должен обладать учитель. Учитель сейчас уже в современном веке не является источником знаний, потому что к информации ребенок имеет доступ 24/7, буквально несколько секунд. Даже был такой случай, я набираю поиск информации, а мне ребенок говорит: почему ты тратишь на это время? Скажи просто голосовой помощник, и все тебе выдаст. И я понимаю, что вот это набор, насколько меня... на таком пропасти мы оказались с подрастающим поколением. Учитель должен развивать критическое мышление, учить находить ту информацию, правильную информацию, которая будет отвечать его запросу. Давать ему это направление в этом потоке. Вопрос, отстает ли школа от современных тенденций, от запросов учеников в первую очередь? Отстает, да. И, наверное, это и было всегда. Мы были как-то на одном форуме всероссийском, и там прозвучала эта мысль, что сейчас учитель в позиции догоняющего, ребенок уже впереди, а мы его только догоняем.
Вот. Поэтому при этом, конечно, используются всевозможные цифровые новые методики. Не все к ним приходят сразу, на это необходимо время, но минус в том, что пока ты начинаешь это изучать, это уже устаревает. Нужно идти дальше. Вот, даже если сейчас появляется новое направление в педагогике — цифровая педагогика и цифровая дидактика. Давайте поговорим про возможности и про то, что дает либо не дает школа. Да? Я хочу поговорить про, давайте это так условно назовем, претензии к школе. Да? У нас здесь свободная территория. Вот здесь конкретно свободная территория. Вы можете выражать все свои претензии к школе. Я бы хотела сказать для начала, что школа — это то место, в котором человек формирует свою личность, и она может как помочь нам, так и сломать нас. Это очень сильно влияет от того, как учителя к нам обращаются, какой у нас коллектив, какая программа. И я думаю, что в основном главную роль играет учитель и оценочная система, потому что есть такие учителя, которые, видя, что у тебя плохой результат, они не пытаются тебе помочь, они просто упрекают тебя и делают какие-то преждевременные выводы. То есть, если в будущем ты стараешься исправиться, то ты уже не получишь хорошие оценки. И это из-за того, что учитель думает, что ты не способен. То есть одна ошибка, допущенная вами, навсегда решает вашу судьбу в школе. В первую очередь оценка — это осознание человеком своего уровня знаний. То есть она должна, наоборот, нам помогать, а не угнетать наши чувства. Вот про это право на ошибку очень часто все говорят, что в наших школах у ребенка нет возможности, не то чтобы нет, как бы теоретически она есть, но по факту ее нет. Исправиться и сделать свою ошибку некой точкой роста для себя, а не точкой в конце, что все, дальше пути нет. Ты пишешь, и эта красная ручка обязательно перечеркивается, и эта красная ручка, это такой прям триггер, да, для учеников. И да, вот эти все школьные условности, они отображаются скорее негативно на учениках. На процессе обучения, как минимум, точно. Наша постсоветская система образования, она пытается всех людей подвести под одну гребенку. То есть систематизировать, да, чтобы все соответствовали каким-то критериям, стандартам. Подавляется желание человека, они выставляются на какой-то 3-й, 4-й, 5-й план. Вот, и в приоритете всегда какие-то такие определенные стандарты. Мне не нравится в нашем образовании то, что заостряет внимание именно на ошибках, а не на правильных каких-то ответах или еще что-то. Взаимоотношения между учеником и учителем в принципе складывались хорошо, но опять же присутствовало какое-то доминирование учителя над учеником, и это всегда было слишком много. Да, и это всегда не нравилось, и из-за этого не хотелось ходить на уроки, заниматься. Так. Возможности есть, интернет есть, стандарты тоже есть. Насколько эти стандарты реализуемы и насколько учителя, собственно говоря, успевают их, скажем так, погружаться в эту тему и исследовать этим, условно говоря, стандартом. Вообще слово «стандарт» какой-то такой эмоциональный заряд немножко другой несет. Вы знаете, почему образовательные услуги, они тоже должны быть стандартизированы. Мы хотим пить качественную воду, есть определенные стандарты. Мы хотим получать услуги парикмахера, и есть определенные стандарты. То же самое с врачом. Единственное, знаете, в чем проблема стандартов? В том, что, на мой взгляд, я не скажу, что это всеобщая такая проблема, там есть стандарты к требования, каким должен быть учитель. И есть профессиональные качества и навыки, которыми он должен обладать, и плюс еще личностные качества. Туда эмпатия, креативность. Никто не говорит, что врач должен быть эмпатийным человеком, креативным человеком. Никто не говорит, что шахтер должен быть таким, парикмахер. У него есть свои какие-то внутренние проблемы, и это никого не интересует. Ты обладаешь определенными профессиональными навыками? Пожалуйста. К учителю
требований огромное количество. Это ведь особая профессия все-таки. Вы же все-таки работаете с детьми, в первую очередь, которые, завтра станут взрослыми. В некоторой степени не согласен. Дети — тонкая материя. Хорошо, соглашусь. Уж простите, я так, да. А вот девочки сейчас озвучивали, понятно, что они видят только вершину айсберга под названием образование. И вот у меня лично сложилось мнение, впечатление, вернее, что всю ответственность за образование несут учителя. Да? Но это не только. Образование — это не только про учителей и не сколько про учителей. Да? Это и дети, это и родители, это и администрация, и это Министерство и Управление образования. Вот когда все это мы рассматриваем, тогда мы говорим об образовании. Поэтому ответственность не перекладывается только на учителей за все, что мы сейчас имеем. И я с вами абсолютно сейчас об этом говорила, потому что они по большей части... Я сказал, что они видят, в основном сталкиваются с учителями, и это объяснимо, почему они так видят, да, образование. Вот вы говорили сейчас про включение родителей и разделение ответственности и на систему, собственно говоря, и на родителей, но насколько родитель допущен к школе? Давайте начнем с этого. Вот я как родитель, моя задача заключается вовремя перекинуть условные какие-то материальные средства на какие-то дополнительные нужды в классе. Моя задача передо мной стоит купить форму. И к образовательному процессу, простите, я даже иногда не вижу оценок в алжуре, если уж так пошло. Вопрос такой к вам сразу. Вы задаете вопросы учителю? Уж я-то задаю, поверьте. Интересуетесь, предлагаете свою помощь. А чем я могу помочь вам? Я это делаю, я это делаю. Вот видите, окей, я могу быть единицей такая, отдельная история со мной может быть. Но ведь предложение, наверное, должно быть. Наверное, есть еще такая вещь, как заинтересованность преподавателя, учителя в том, что воспитанием, обучением и в образовательный процесс были включены родители. Я думаю, если учитель, в свою очередь, скажет, это школа позволит, администрация, создавать такого рода, опять-таки, наверное, это о современных методах обучения, включать в процесс родителей, делать семейные проекты и так далее, как делают частные школы, мы видим это на практике, то тогда и родители будут включены, а не отстранять их. Вы правильно говорите, сейчас поставили турникеты, подписи, и мы не можем... Журнал, где ты должен расписаться, время, по какой причине зашел визита, точнее, и выход. Тогда сложно. Но в любом случае, если преподаватель будет заинтересован в процессе, то администрация, я думаю, нет, не скажет. Знаете, мне кажется, мы сейчас, если отбросить все формальные условия, турникеты, журналы и так далее, мне кажется, что здесь история про статус учителя и статус ученика и родителя, мне кажется, когда у нас так принято в обществе, может быть, это следствие, я не знаю, советской какой-то истории, но тем не менее, учитель есть некий субъект, который единственный обладает уникальным знанием, и он вершит судьбы детей, он вершит судьбы, я не знаю, науки и так далее, и так далее. То есть этот ореол неприкасаемости, который есть вокруг учителя, мне кажется, в некоторых случаях он мешает. Я не против субординации. Безусловно, у учителя особый статус, и, безусловно, он профессионал, должен быть профессионалом, по крайней мере, в своем деле. Но этот ореол ненужный, как мне кажется, ненужный, он все-таки мешает в нашей истории наладить эту коммуникацию и, может быть, эффективного и участия, и включения. У вас ореол, он применим к каждому учителю в вашей школе? Безусловно, нет. Безусловно. Я не абсолютизирую. Мы всегда говорим, что есть исключения, есть правила и так далее. Но общая тенденция иногда бывает такой, к сожалению. То есть оспаривать решение учителя — это последствия для ученика. Не кажется ли вам так? Но это зависит от самого учителя. Вы имеете в виду, если ученик встает и выражает свою точку зрения, и преподаватель говорит, что... Не сколько точку зрения, сколько решения может быть, То есть я к чему это, эти все вещи обсуждаю? Это про партнерские отношения, в процессе обучения. Я услышал, сегодня, что девочки говорили о субъектно-объектных отношениях. Учитель — это субъект, а ученик — это объект. И мы с моей коллегой, психологом, даже выступали на одном форуме и просмотрели видеоматериалы, и как учитель, как его образ
позиционируется в кино. Взяли 19 век, 20 и 21. О, как интересно. Да, 19 век — это субъектно-объектные отношения. Вот там сидит учитель, очень тихо, ребенок с поникшей головой, и он сидит, проверяет его тетрадь и дает так снисходительно ему. Даже там показано, что он сидит выше, а ребенок подходит, он как кафедра сидит. Да? Далее, то есть, и, кстати, хочу обратить внимание, что в основном, вот 19 век мы смотрели, учителя — это мужчины. Да. Сейчас идет феминизация вообще вот в образовании. И, может быть, это хорошо. И в крымско-татарском образовании, да, учителя это были мужчины. Это сейчас женщины. И это объяснимо, почему. Вы, наверное, как политолог сможете это объяснить. 20 век немножко грань, вот эта граница между учителем и учеником стирается, но при этом все равно учитель — это субъект, который немножко давляет. Вот начали искать, что говорят в 20 и 21 веке, уже после распада Советского Союза. Ни одного... Мы когда спрашиваем, мы выступали перед студентами КФУ, скажите, когда мы говорим, какой вы фильм смотрели об учителе? Все вспоминают: о, «Физрук», «Классная Катя». Ни в одном фильме, сериале образ учителя не показан каким-то красивым, каким-то интересным. Это сейчас обида? Это в том числе, да. Почему не сняли? Да, может быть, вам будет такой запрос. Да, вообще тема интересная про образы, да. Харадинус, может, вы снимете что-нибудь такое интересное. Ну, хотя вы уже сняли, да, некоторые документальные фильмы, да, об учителях и его позициях. Вот случай, когда учитель идет абсолютно в ногу со временем, и даже не только в ногу со временем, но и смотрит вперед. Опережает, да. То есть в некотором смысле опережает время, он является его показателем. Это скорее исключение из правил. Все-таки исключение. Да, потому что как бы, не знаю, не происходили эти все повышения квалификации, постоянно какие-то форумы и так далее. По факту абсолютное большинство учителей на их работу, на их методы работы это никак не влияет. И вот они как 20 лет работали по такой системе, они не хотят, они не планируют, они не готовы к изменениям. Здесь уже другой вопрос, как их подготовить к этим изменениям. Но я думаю, что мы со стороны учеников не совсем компетентны в этом вопросе. Ну, вы точно можете сказать, чего вы ждете. Чего мы ожидаем, да. Мы точно ожидаем более современного подхода. Это когда приоритеты ученика ставятся, если не наравне с приоритетами учителя, то хотя бы где-то близко, а не учитель здесь, а ученик где-то там, у него там внизу пищевой лестницы. Цепочки. Да, пищевой цепочки. Это, кстати, хорошая мысль про пищевую цепочку. Если у вас школа выглядит именно вот таким вот образом, и ваше место в ней, это очень показательно. Разочаровывает немножечко. Да. Потому что учеников в школе много, но почему-то это большинство, оно находится все-таки скорее в низшем положении. Хотя школа для чего создана? Для учеников, не для учителей. Вы не в центре внимания. Мы не... Часто скорее, не то, чтобы мы не в центре внимания, наши интересы не в центре внимания, и наши просьбы, они не в центре внимания. Как бы часто нам не говорили о том, что вот вы можете сделать то-то, то-то, и на словах готовят нас к тому, что говорят, вот вы будущее нашего мира, вы это будущее поколение. Сколько бы раз не повторяли эту фразу, это не изменяет того факта, что в самом посещаемом месте в нашей жизни на данный момент нам не демонстрируют того, что мы можем что-то поменять. От нас ничего не зависит. И мы здесь в роли подчиненного. Учителя часто ограничивают наше право голоса и наше право на развитие индивидуальности. Мы все должны следовать одинаковым правилам и должны говорить то, что хочет слышать учитель. Потому что в противном случае может кардинально измениться отношение учителя к ученику, что, конечно, это повлияет. скажется на успеваемости, на оценках, да? То есть ученик должен подгонять себя под какие-то определенные стандарты, которые диктует ему школа,
которые диктует ему учитель. Очень часто, я заметила, учителя не разрешают пользоваться в тетради. Ну, это так наглядный пример, маркерами и так далее. Но это же нам помогает запоминать информацию лучше. Мы должны организовывать тетради, носить ту одежду, которую нам хочется, так нам будет легче, так нам будет комфортнее, так мы лучше поймем себя как личность, мы поймем лучше, кем мы хотим быть. На самом деле в правилах некоторых смысл есть, и они обоснованы, но Например? если... Например, про школьную форму, как бы я не была противницей школьной формы, я считаю, что есть какие-то рамки, за которые не нужно выходить. Все равно там прийти, грубо говоря, ну, ладно. Не, ну что, ну в шортах ты не придешь, очевидно. Ну, как бы да, тут рамки больше такие, что человек сам должен контролировать их, понимать, уместно ли это или нет. Хотя, знаете, вот про шорты. Вот когда ты в Судаке учишься в сентябре месяце, то, знаете, как-то вот оно жарковато сидеть в костюме определенно. И про абсурдность правил. Мою подругу не пустили в библиотеке, потому что она была в бермудах по колено, но девочку в юбке, короткой юбке пустили, потому что это юбка, а не шорты. То есть что-то очень непонятное. Размытость этих правил. Да, то есть размытость этих правил, и непонятно, зачем они созданы. То есть возникают вопросы у детей, на которые взрослые не могут дать ответа. Мне почему-то показалось, что у молодежи какой-то усредненный образ, и что это учитель нечто давлеющее в школе. Но повсеместно это же не так. Это бывают единицы. Ну, не знаю, в практике и в моей школе были такие учителя. Это еще было в 90-х годах. Было 1, 2, 3 учителя. Но у меня не создавался образ учителя. Я не строил именно по негативным каким-то характеристикам. Да. Поэтому... это поколение из правил, как среди учителей, так же и среди молодежи. Вот мы говорили с девочки, которые... были у вас в гостях, молодежь, она думающая молодежь, она умеющая анализировать и умеющая выражать свою мысль достаточно правильно и четко. Опять-таки, не вся молодежь такая. Наверное, также с преподавателями. Да, вот на уроке я вот сейчас Лилия Оджа рассказывал, мы проходим по географии и задаю вопрос, а что такое силиконовая долина? Все дети в замешательстве. Они говорят, ну там, где силикон производят. Я говорю, как? В смысле? Я говорю, поднимите руки, а кто крымские татары? 100% подняли. Я сижу, думаю, так. Я улыбнулся и говорю, отлично, будем работать, разбирать этот вопрос. То есть мы, как учителя, видим еще и обратную сторону. Да? Я понимаю, что здесь собраны... Сливки. Да. Вот давайте. Да. Но в общих сейчас тенденция такая, что дети не читают, что дети не интересуются. Дети знают тренды ТикТока, но не знают тренды в науке. И опять-таки, если та молодежь здесь сидящая перед нами, точнее, до нас, извините, если бы они все только оставляли на школу, то, может быть, они не были вот сейчас такими креативными. Я думаю, что, опять-таки, это заслуга родителей, заслуга того, что они посещают разного рода кружки. В подростковом возрасте сейчас это создание клубов совместных молодежных, это соцсети, может быть, блоги какие-то. Если возможности, это очевидно, больше. Да, уже у ребенка развитие совсем по-другому происходит. Уровень его развития, уровень его образованности. То есть это самообразованность. Безусловно, без дополнительных усилий мы не получаем каких-то оригинальных, креативных и творческих подростков, а потом и взрослых в том числе. Смотрите, мы еще с этим нашим молодым уникальным поколением проговорили тему претензий к школе. Изначально я думала, что мы с вами просто обсудим эти претензии, обговорим, да, насколько они, скажем так, жизнеспособны, да, эти претензии. Теперь понимаю, что нужно у вас спросить про ваши претензии к ученикам. Давайте начну с того, что у нас говорили ребята, девушки в контексте претензий к школе. Во-первых, право на ошибку.
Во-вторых, то, что было выражено, там Азизе, по-моему, Ханум у нас сказала про «я» последняя буква в алфавите, да, то есть про личность, да, про раскрытие личности в школе. То есть им кажется, что подавляет школа больше личность, что не пытаются раскрыть их как личность, и как какая-то стандартизация такая и формализация происходит процесса обучения. Давайте обсудим их претензии и выкатите свои претензии к ученикам. Коротко о том, что «я» последняя буква в алфавите, и то, что вы сейчас сказали, это, наверное, больше о современных методах обучения, образования. Если преподаватель их внедряет, то же самое личностно-ориентированный подход, да, проектный метод и, скажем так, ресурсы, то тогда электронные ресурсы, медиа, то и детям интереснее будет на уроке, и не будет таких моментов, как «я» последняя буква в алфавите. То есть речь идет о личностно-ориентированном подходе. Я не могу сказать, мне сложно судить, потому что в школе сидят 30 учеников, предположим. У меня сидят на занятии, приходят 8-9 учеников. Почему мотивированные, да? Да, там есть другая мотивация. И ты тут, во-первых, тебе удобно, приятно работать. Удобно, наверное, неправильное слово. Скорее всего, приятнее работать, комфортнее работать с такими детьми, которые сами пришли, не которых заставляют. Ты должен, это я сейчас больше, наверное, о языке, о проблемах языка, которые мы еще вернемся потом коснемся. Да. Я согласен с девочками по всем их претензиям, да. У меня нет знакомых коллег, которые прессингуют и выдавливают личность, да, потому что я сам не такой, и я работаю, я сам не понимаю, как это можно не дать возможность услышать ребенка, как не дать шанс. Багышланыс перебью, Демоджа, но вы работаете, может быть, в центре, что называется, да, но на периферии. В школах там условно сельских или там в малых городах? Я вот в этом году, я вам говорил о том, что я специально для себя устроил такой эксперимент, потому что я как работаю в частном образовании, мне было интересно, что же происходит в государственном. И я специально взял еще 2 школы сельские, там, где одаренные дети, и там, где обычные дети. И вот да, они привыкли к определенному. Мне на уроках даже говорят, я пытаюсь дискуссионный вопрос какой-то, даже риторический какой-то задать вопрос. Дети сидят, молчат. Я подвожу, я на примере. Например, полицентрическая сейчас тема, модель мира, политическая карта. Ты начинаешь... И на примере... И это очень сложно, пока мне девочка не сказала, говорит, Тамсир Верович, мы не привыкли говорить на уроках. Я говорю, на моих уроках я разрешаю вам говорить. И я вижу, что в сельских школах не всегда привыкают к такому формату. Для них это что-то диковинное, что учитель... Я могу подсесть к ребенку и спросить, дистанцию эту сократить, чтобы не стоять возле этого. Я могу ходить. И это приветствуется, это нужно делать по новым стандартам, что урок должен быть... И вот мне понравилось, Севиля сказала, что есть учителя, которые проводят коллективную работу в группах. И по стандартам сейчас есть такой запрос, это прописано в документах, что учитель должен так проводить урок, он должен дискуссировать. Если так не проводит, значит, родители должны что-то с этим делать и слушать детей, если не проводится такой урок. Право на ошибку. Как вы относитесь к этому? Как вы воспринимаете ошибки учеников своих? Конечно, мы даем я лично даю возможность. Право это на ваша ошибка или их? Это моя ошибка в том числе. Когда мы начинаем первый урок, я говорю, не люблю контрольные, но будут контрольные. Не всегда все зависит от школы и учителя. От кого? То есть от них самих, от детей. То есть, опять-таки, пример с ТикТоком. Я просто его настолько не люблю, что я... Хотя там много есть образовательного контента. Да, но почему-то они смотрят не образовательный. Да почему мы английский язык учим по ТикТокам? Почему мы крымско-татарский не можем учить? В ТикТоке есть крымско-татарский вот я и говорю, язык? почему бы не заняться той же молодежи
этим вопросом. В ТикТоке же преподаватели не сидят, в ТикТоке же в основном молодежь сидит. А что мешает преподавателю быть там? Вот. Я вам объясню, потому что по психологическим законам сейчас у подростков референтным лицом являются их сверстники. В начальной школе еще учитель. Учитель должен, хочет он не хочет, но он должен соответствовать тем требованиям, которые вот эти учащиеся, это подрастающее поколение выдвигает, потому что они хотят получить такое образование, чтобы оно было в тенденции сегодняшнего времени. Есть ощущение, что вот мы как-то движемся такую вслепую и по наитию. Почему? Потому что нет какого-то понимания о том, каким должно быть национальное образование, нет какого-то понимания, какого выпускника мы хотим получить на выходе, да? Выпускника крымского татарина или крымскую татарку. Что вы думаете по этому поводу? Да? Каким должно быть национальное образование? Отличается ли оно? Ну, чем-то должно отличаться. Вы сейчас, наверное, говорите о национальном образовании, подразумевая более глобально, потому что формулировки национальное образование уже сейчас, наверное, в этом году нету национальных классов, нету национальной школы. Есть билингвальные классы. То есть мы видим то, что у нас сокращаются классы, сокращаются уроки, точнее. Неправда. Дается возможность. И законодательно подтверждается, что вы можете заниматься... Реализовать эту возможность очень сложно, практически есть даже дорожная карта, которую мне давала даже само Министерство образования. Сектор образования на родных языках, они мне скидывали дорожную карту, она тоже есть на сайтах школы, по-моему, Министерства образования. Любой родитель может зайти посмотреть. Там написано то, что государство дает гарантию на образование, обучение и развитие родных языков и государства родных языков, да. И так как у нас крымско-татарский язык один из государственных языков, мы имеем право на его изучение и обучение. Имеем право, да. Но здесь я, наверное, буду тем плохим полицейским, который будет ругать, скорее всего, родителей. Здесь школа, государство, районное отдел образования, скажем так, они имеют такую роль. Да. Здесь большая часть ложится на родителей, опять-таки. Здесь я возвращаюсь к тому, что я сказала в начале, до 3 лет, до школьного возраста. А что вы делали, родители? Вот ребенок пришел в школу, ему говорят, вы должны научить родному языку. Опять-таки, школа дает возможность. Дайте учителей, дайте учебники. И где эти учителя? Вот я столкнулась в прошлом году, в этом году с тем, что учителя не хотят идти работать по профессии. Вопрос к вузам. Это тоже вы обсуждали, видела с передачи. У нас 2 вуза, которые готовят специалистов, филологов крымско-татарского языка. Почему? Все они канут в бездну. Да, но еще есть такой момент, что касаемо, например, я говорю дошкольного и образования и начальная школа. Вот этих педагогов, к сожалению, вузы не готовят. Поэтому и сложно идти в детские сады, в центры, и также по начальной школе. Есть отдельно преподаватели родного языка и литературы. Но опять-таки, когда ребенок переходит в 5 класс, и у него подключается родной язык, а 5 лет ему не преподавался, он не справится с этой задачей. Он не справится, потому что учебники... Вот смотрите. Вы не верите в детей. Справятся ли Лилуджа? Справятся? Наши молодые гости сказали, что, открывая учебник 1-го года обучения, да, очевидно, что они начали изучать там уже в старших классах, что для них это просто какая-то катастрофа. В каком возрасте это происходило? Они не уточняли, но я так понимаю, что это 5-6, там какие-то классы, да, уже это все-таки не начальная школа. И это обучение начинается с перевода текста. Оно уже подразумевает какой-то базис, да, какой-то фундамент в языке. Помню, нам в школу как-то ввели программу крымско-татарского языка и изучение религии. И, знаете, было очень обидно, потому что, несмотря на большое количество различных классов, на большое количество часов, нам выделяли самые маленькие, находящиеся в подвале, в которых плохо работало электричество, почти не было света, в таких неприятных условиях. Также
Учитель у нас был не самым образованным человеком. Женщина не умела разговаривать по-татарски, но при этом ее заставляли нас чему-то учить. Не было программы. Она должна была ее придумать сама, без каких-либо учебников. А давайте вот проговорим про такую осознанность, да, вот у нас сейчас все, старшее поколение уж точно говорит о том, что вы должны, вы обязаны изучать язык, изучать национальную культуру, но когда вы сталкиваетесь вот с такими условиями, с таким форматом изучения крымско-татарского и вообще погружения во что-то крымско-татарское, какое впечатление у вас, какие эмоции это у вас вызывает? Ну, я бы не сказала, что исключительно положительные, к сожалению. Ну, очевидно. В моем жизненном опыте не было такого, что мне прям полностью отбили желание, или наоборот, меня вот один учитель там меня полностью вдохновил изучить язык. Но, тем не менее, у меня в жизни были в школе уроки крымско-татарского и языка, и литературы, но, тем не менее, по какой-то причине ученики так и не говорят на языке. Как думаете, почему? Но несколько причин, я думаю. Во-первых, это, наверное, все-таки, возможно, недостаток профессионалов, потому что... Не смущайтесь, говорите так, как есть. Плохой учитель. Окей, но я бы не сказала, что плохой учитель. Я в целом, наверное, здесь говорю про тенденцию того, что учителя выпускаются, но почему-то не идут работать в школы или переучиваются на другие специальности, или не пытаются повысить свою квалификацию. Они, например, останавливаются на достигнутом. Они не пытаются повысить свой уровень знаний лишь потому, что, во-первых, в этом нет необходимости. В большинстве, я бы сказала, даже школ, по факту. Реально. Нет, просто нет уроков крымско-татарского. Школа не заинтересована не только в крымско-татарском, но еще и в том, чтобы учитель просто развивался. Да, они просто не заинтересованы в этих специалистах, то есть учителям негде работать. И, во-вторых, практически нет конкуренции. То есть если, например, среди учителей английского языка огромнейшая конкуренция, и ты, чтобы быть профессионалом своего дела и лучшим в своей сфере, ты должен сделать огромное количество усилий. И учителей это мотивирует. С учителями крымско-татарского дела совсем по-другому обстоят. Как обстоят дела с учителями крымско-татарского? Они куда-то деваются. Почему-то каждый год выпускаются из университетов, но почему-то то ли их не берут в школу, то ли они туда не идут, то ли они занимаются репетиторством, непонятно. Потому что, например, во многих школах есть отговорки того, что мы пока не нашли преподавателя. Да. Уроки будут, мы пока не нашли. Ну как это не нашли? Есть же каждый год же куда-то идут эти люди. А во-вторых, это недостаток учебников, учебных пособий. Учебники являются просто аксессуарами на уроках. Они не помогают вам? Нет, они абсолютно не помогают, они усложняют программу. То есть ты приходишь первый раз на урок крымско-татарского, тебе уже говорят, читай текст, потому что это первая глава учебника. Как может учебник для нулевых, условно говоря, учеников начинаться с того, что ты там должен уже что-то знать. Читать, переводить текст. Читать, переводить — это невозможно. Но это подразумевает как-то учебная программа. Непонятно. Вот. У вас какой опыт? Был ли опыт вообще национального образования и как это выглядело? Национальное образование в школе у меня заключалось в факультативных занятиях по крымско-татарскому языку. После того, как эта учительница ушла в декрет, у нас был другой преподаватель, опять же, прекрасная, хорошая женщина. Ничего не хочу сказать против. Но, опять же, те методы, которые использовал этот преподаватель, вот именно с профессиональной точки зрения рассматривать, мне показалось это не очень эффективным, и таким образом я не учила язык. То есть в семье, например, мы разговариваем на крымско-татарском языке родном, и далеко не у всех есть возможность разговаривать в семье на родном языке. И поэтому образование в школах я считаю обязательным, уроки по крымско-татарскому языку. К сожалению, вот, например, у меня братика в школе, они собирали подписи, нужно было необходимое количество подписей, чтобы изучать родной язык. Да, то есть и директор отговаривала от этих уроков, потому что это было неудобно в школе. Искать преподавателя, искать какие-то там кабинеты и так далее. То есть это для школы это проблема, что вот крымские татары хотят изучать свой язык.
как бы это возмущение вызывает. Да, Акимир, у вас был опыт соприкосновения с крымско-татарским образованием, языком в частности? Ну, начнем с того, что я училась не в национальной школе. У нас в школе даже не было какого-то класса с крымско-татарским языком обучения, но всегда хотелось как-то окунуться в это. Но где-то вот в начальных классах нам хотели вести дополнительные уроки крымско-татарского языка, но большинство, так скажем, детей и родителей были против. Почему? Ну, вот, видимо, не крымские татары были, национальность другая, да. Угу. И поэтому хотели вести дополнительно, как не урок, а как необязательный предмет. Но не нашли учителя. Поиски продолжались, но до сих пор найти не могут. Вот. Так, опять же, я все, что знаю о крымско-татарском языке, это все с семьи, из дома. Да, школа в этом не помогала. Абсолютно. Программа есть, да, девочки опять говорили о том, что нет программы, у нас учитель не знал, как скорее говорили про адаптивность этой программы. Может быть, да, эта программа есть, но она действительно старая сейчас. Новых, я знаю, в этом году, в прошлом году, 17-го года, я последнюю, которую я видела, это 17-го года. Сейчас 23-й год. Да, по ней тяжело учить. И если мы, может быть, я забегаю вперед по поводу учебников, наши учебники крымско-татарского языка и литературы в школах, это я говорю как мама, не являются учебниками, оказывается. Чем они являются? Учебным пособием, которые издавались в 2017 году. Опять-таки, последние были изданы в 2017 году, и якобы с целью пройти апробацию. Я интересовалась у библиотекарей школьных, разных школ. И библиотекари мне говорили о том, что мы не можем... Я говорю, неужели вы не можете на следующий учебный год внести в заявку? Вы же подаете в министерство. Они говорят, мы не имеем права его вносить в заявку, потому что его нет в федеральном перечне учебников. Вот мне просто интересно, к кому вопрос? В школе нет учебников. Кто виноват? Школа? Нет. Национальное образование должно включать в себя не только изучение крымско-татарского языка, но и изучение истории. Например, я ничего не знаю про Крымское ханство. То есть есть курсы, и я хочу на них записаться, например. То есть это уже, опять же, личная инициатива. То есть если ты сама не будешь изучать историю собственную, тебе никто ее не расскажет. То есть ты сама должна это все изучать. Также литература крымско-татарская. У нас огромное количество разных поэтов, писателей и современных. И мы ничего не знаем об этом. Мы ничего не знаем. По крайней мере, я точно могу про себя сказать, что я очень мало читала книжек на крымско-татарском языке, и это все, что у нас было дома. То есть, конечно, есть у нас библиотеки, но все равно рефлексия после книги, обсуждение, хочется где-то это обсудить, например, хочется... Пережить эти эмоции, поделиться, да? Да. Мне кажется, что наша культура, многие из наших традиций исходят как раз-таки из нашей религии. И чем лучше мы ее знаем, тем лучше мы разбираемся в том, что является правильным для нас, чего мы не должны делать. Это формирует какие-то моральные принципы в нашей жизни. Правила, по которым мы живем. Да. Это все прекрасно, но национальная школа — это прежде всего крымско-татарский язык. Давайте честно, положа руку на сердце, кто сегодня и сейчас, вы сами, в вашем окружении, много ли людей, которые говорят на крымско-татарском языке? Это действительно проблемы, это очень актуальная проблема, и мы каждый раз о ней говорим, но в итоге приходим к тому, что надо учить свой язык. А как? То есть какие есть площадки, платформы для изучения крымско-татарского языка? Непонятно. То есть, опять же, мы постоянно говорим детям... Вот вам сейчас скажут, что у нас выпускается масса книг для детей на крымско-татарском языке, что у нас выпускается уже достаточно много медиапроектов для изучения. Да, действительно. В вашем возрасте условная детская книжка поможет в изучении крымско-татарского? Вряд ли. А вы найдете какой-то материал, который поможет вам с вашими сегодняшними потребностями изучить крымско-татарский? Я думаю, кто ищет, тот найдет. Я уверена, что у нас есть такие книги, но дело ведь в том, что как учить самостоятельно этот язык? Нужен человек, который подскажет, поможет. Нужны какие-то разговорные клубы. Они есть, я знаю о них, но это должно быть более масштабно, да. И когда мы говорим, опять же, про детей, есть детская литература, а где учебные пособия для взрослых людей? Потому что у нас огромное количество взрослых, которые
не знают языка, и они не знают, как его учить. Какие эмоции ты испытываешь, когда ты владеешь родным языком? И какие эмоции ты испытываешь, когда ты его не знаешь? Давайте немножко откровенно. Вот что мы встречаем в ответ, когда ты не знаешь языка или когда ты владеешь языком? В какой среде ты оказываешься? К сожалению, не все стремятся знать свой родной язык в наши дни. Просто у многих детей, тех же взрослых, отбивают это желание какое-то стереотипное мнение в их адрес. Часто, говорят, что это позор, что это стыд. Как так? Почему ты не знаешь своего языка? Такие претензии. А как его выучить? То есть должна быть какая-то определенная мотивация. Потому что мотивация из серии «иди, учи». Нет, такая мотивация. Она не работает. Это наоборот угнетение. Это нас заставляет не хотеть учить свой родной язык. Да. У меня очень много в окружении людей, которые знают, условно, только «Селям алейкум», «Сагулнас» и «Чечек». Все. Чечек. И там именно это? Я не знаю, почему-то все знают это слово. София, давайте, я немножко знаю про вас больше, чем наш зритель. На скольких языках вы говорите? Именно перечислить или сказать цифру? Перечислить. Я могу говорить на польском, на английском. Очевидно, на русском. Это да. Крымско-татарский есть в этом перечне? К сожалению, не совсем, но я как раз-таки получила это вдохновение от моего окружения. Шикарно. И теперь я активно пытаюсь его учить с биташками и харбабашками. В нашем обществе, в моем окружении, наверное, начну с того, что значит знать крымско-татарский язык с моей стороны. Да? Я вижу, что часто люди, которые знают крымско-татарский язык, являются привилегированными, если можно так сказать. Наверное, это немного преувеличено. Где? Это преувеличено, скорее всего, но они ставят себя часто в позицию нравоучителя, как-то так можно сказать. То есть они часто тебе говорят о том, что ты должен, ты это обязан знать. Я не могу сказать, что я с ними не согласна, но конкретно такие примеры, такие люди меня не вдохновляют, и не они меня вдохновили учить крымско-татарский. Явно не они. То есть, когда в моем окружении было больше таких людей, у меня было понимание того, что я должна учить. Почему? Потому что мне все об этом говорят. Я чувствую себя недостаточной в этом обществе. Откровенно говоря, неполноценной, недостаточной. И часто ловлю себя. Я понимаю, почему. Я понимаю абсолютно причину этих косых взглядов, там условно говоря, да. И я не могу сказать, что люди, которые знают язык, не имеют права на это. Конечно, они... Косые взгляды? Да, условно говоря, на эти косые взгляды. Я понимаю, почему они себя чувствуют выше в этом положении. Но все-таки по возможности хотелось бы более мягкого входа в эту среду, более толерантного понимания, больше понимания, толерантного отношения и больше... Помощи, может быть. Абсолютно точно. Больше помощи. Вот с этого, наверное, с поддержки, с помощи все начинается. А вы реально, понятно, что вы рационально пришли к мысли о том, что знать крымско-татарский язык — это важно, нужно, и начали этим заниматься. Реально со стороны кто-то вам предложил помощь? Кроме того, что вы задействовали там свои ресурсы семьи и так далее. То есть не касаясь семьи, не касаясь семьи. Да? Кто-то из тех, кто говорит, что вы обязаны знать крымско-татарский, кто-то вам предложил помощь? Вот я сейчас поняла, что ни разу не было такого, чтобы мне кто-то сказал: ты должна знать крымско-татарский язык, давай я тебя научу. Ни разу. Было осуждение, но не было Было осуждение, но не было помощи. Если и была, то это со стороны абсолютно других людей, которые как раз-таки не говорят о том, что ты обязана, а говорят о том, что знаешь, Севиля, это понадобится. Это дает тебе вот это и вот это. Давай я тебе помогу это выучить. Вот таким образом. Акиме, у вас как складывается? И в вашем окружении?
На самом деле сталкивалась часто с тем, что если человек не знает крымско-татарский язык, то это плохо, его за это осуждают. Я сама знаю крымско-татарский язык на бытовом уровне, то есть, опять же, из семьи, как все, но бывает стыдно в окружении людей, которые знают крымско-татарский язык. То есть хочется больше изучать, как-то погружаться в это, но действительно нет людей, которые могут в этом прям реально помочь. Если ты не на крымско-татарском факультете, да, условно говоря, если у тебя в семье нет человека, который владеет, более или менее абсолютно, да, языком, то, получается, у тебя нет возможности где-то получить эти знания, если ты, не, условно говоря, не проплачиваешь, да, эти знания. Получается так. Увы, но на этой печальной ноте я хочу закончить наш разговор. Но это не печальная нота, это скорее план действий. Почему? Да, и точка роста. То есть мы не ставим точку в нашем разговоре, мы ищем пути для того, чтобы улучшить наши знания, увеличить их объемы и точно заговорить на родном. Сейчас есть такая тенденция почему-то, хотя объяснимо, да, вот я помню, ведешь, один концерт вел, и там преподаватель высшей школы стоит, машет пальцем. Почему это крымско-татарское событие, а вы говорите на русском? И претензии обоснованные. Обоснованные, да. Но я согласен с Севиля. Невозможно вот так нахрапом, порицанием это будет только полюбить отталкивать. это. Да, это будет только на этом же отталкивать. самом мероприятии мы увидели, молодежь просто отвернулась и ушла. Да. Как любят говорить преподаватели, педагоги крымско-татарского языка, анатели севгысы наш латмах. То есть привить любовь к языку таким образом через разные способы, методы, ресурсы. Это уже, наверное, личные качества педагога, если мы говорим об учителях. Но если мы говорим о молодежи, то Балар, столько есть ресурса, столько есть в интернете площадок. Сейчас блогеры кидают даже ссылки на тот или иной электронный странички, прям целая подборка этих сайтов, разговорные клубы. Это все можно делать. Это Было можно бы желание у молодежи. Претензия молодежи заключалась в том, что первое, если у тебя есть ресурс, ты можешь найти какую-то помощь и так далее. Ресурсы материальные, да, давайте не будем что уж тут говорить. Но если мы говорим о содержании, то это очень часто контент для детей в первую очередь. Это очень часто контент, либо такой исторический, либо филологический, условно говоря, да, где уже подразумевается какой-то базис знаний. И это с этим сложно. Для их возраста ничего нет. Да, для родителей, которые должны научить детей говорить на родном языке, ничего нет. И мне кажется, вот эти две опции, если мы их не заполним ни контентом, ни еще чем-нибудь, либо не найдем площадки, в которых будет происходить процесс обучения, мы так и останемся на том же уровне с той же проблемой крымско-татарского языка. Не научив родителей, мы не получим подрастающее поколение, говорящее на языке. Да, не предоставив площадки для подростков, мы опять же столкнемся с поколением не говорящим, и, что самое страшное, не понимающим родного языка. Потому что эти молодые — это будущие родители, которые будут воспитывать новое поколение, которое не должно быть языке. Лучше нас и качественнее нас. Да, но запрос понятен. Действительно, вы правы в том, что вот эта ниша, подростки и родители, очень мало. Да, почти ничего нет. Мало. Ничего нет, контента нет. Да, это вот тогда вопрос и запрос к нашим медиаплощадкам, медиаресурсам. Заполняйте этот. Медиаплощадки и ресурсы это сделают, если специалисты дадут этот материал. Мне кажется, вот тут больше вопрос... нужно как-то создать такой вот проект. Да, кто-то, чтобы инициировал, так же, как вот, у нас была идея с созданием такого проекта площадки для педагогов. Именно такую хотели создать. Даже не площадка, как это мы хотим. Электронный ресурс, где учителя будут коммуницировать. Да, и вот задача создать сообщество. Да, вот одна из Таселена вторых целей — создать сообщество, и чтобы эти учителя обменивались теми наработками, которые уже существуют. Если бы были инициаторы, да, вот, например, можем предложить Севилия, я знаю, она очень деятельная девочка,
потенциал есть у них. Пускай вот вам идея, создайте такой Я думаю, ресурс. Бабушанас перебью, я думаю, хорошим результатом сегодняшнего выпуска будет то, если Тасиля Нахтары вместе с Архадаш Генч создадут какой-то общий проект, где, где могут удовлетворить взаимные запросы и найти учителя ответы. будут создавать, прописывать этот контент, а Они дети реализовывать, да, и показывать это, доносить до масс. Ну вот у нас сейчас есть один проект Smart Lab, в котором мы работаем с подростками. К сожалению, когда мы начали вести это направление только на крымско-татарском языке, меньше приходило желающих, скажем так. Когда мы начали билингвально его проводить, тогда больше стали добавляться эффективнее, да, к сожалению. Но может быть, тем самым мы привлечем для того, чтобы хоть билингвально, но дать им историю, культуру, знания. Погрузить в атмосферу и добиться в итоге знания. Нам нужно сейчас вот с этих позиций взаимообвиняющих, на которых мы сейчас стоим, да, вузы, вот школа, из школы выходят неподготовленные ученики, чему нам их учить? Школа говорит, вот вы не даете нам учителей. Родители говорят о том, что школа не учит, дети говорят о том. И вот из этих взаимообвиняющих позиций нам нужно спуститься и протянуть навстречу друг другу руки, пожать и сказать, как мы можем эту проблему решить. Да. Это хорошее окончание, хороший финал для того, чтобы поставить точку и определить конечный вывод, который может быть в нашем выпуске. Во-первых, мы должны чаще протягивать друг другу руки, не бояться создавать общих площадок, а самое главное — думать о национальном образовании как о национальной стратегии развития. Чох сагунс, это был проект Меркес Горушкенджи.